мне говорят, а есть возможность устроиться на телевидении ассистентом режиссера. Поскольку мне нужно уже было, возраст был не детский, 18 лет, это сейчас дети до 18 лет, еще и до 19 и 20, а уже как бы нужно было, я думаю, ну надо пойти попробовать. И я пошел попробовал, и мне так повезло. Я попал к Эльзе Хоревой, ну, известному в нашей республике журналисту. Она делала такую итоговую программу еженедельную политическую, а тогда телевидение, вы понимаете, это же был очень серьезный инструмент. Сейчас позиции несколько сдает другим средствам, которые доносят информацию до людей. А тогда это был практически единственный вариант, где ты мог легко и доступно получить все необходимое, что тебе было нужно. Так вот, я пришел на телевидение, и мне так повезло, что через полгода из ассистентов режиссера меня уже перевели в редакторы, и через полгода меня уже узнавали на улице. Уехала сюда Алина сначала. И она сказала, вот с тобой хочет, значит, встретиться Григорьев. А поскольку для меня Андрей Парамонович это просто мегазвезда в мире телевизионного бизнеса, то я, конечно, не мог отказаться от такой возможности. И когда Андрей Парамонович предложил мне работать, то у меня даже не было сомнений отказываться от такой возможности. Вот еще такой вопрос, смотрите, а нет ли какой-то конкуренции между каналами? И такого риска, что вы выдадите секреты своего канала жене, а жена... Во-первых, мы так редко видимся сейчас, что нам хватает обсудить только семейные секреты времени. А профессиональные даже до этого не доходят. А во-вторых, я пока здесь как бы 2 недели только работаю, вот 2-я неделя подходит к завершению, поэтому еще как-то вот не вник в конкурентную борьбу между каналами. Инфраструктурно, качественно, комфортно. Это Москва, это Сочи, это Казань и это Петербург. Я говорю, я получаю здесь эстетическое удовольствие от того, что я нахожусь в Казани. Потому что, я не знаю, понимают ли сами казанцы свое счастье, что они живут в одном из лучших городов нашей страны и, наверное, в одном из лучших городов, в общем, чего уж скажем так, Восточной Европы, вот прямо так и скажем, да, Восточной Европы. Вы не представляете, любой пост уфимца, который посещает Казань, он полон боли, слез и гнева на то, что почему Уфа находится в такой жопе, а Казань вот завоевывает новые пространства и новые перспективы. На башкирском и не сказать, что я говорю на татарском, я не говорю, в общем, на татарском, но я понимаю. То есть, а себя вы определяете как башкир? Себя я определяю больше, наверное, все-таки как жителя Российской Федерации, но, безусловно, конечно, у меня очень крепкие корни, в том смысле, что моя бабушка из рода Хакимовых, это очень известная татарская семья в Башкортостане была, а дедушка у меня из соседней деревни с Мустаем Каримом, там все, как вы понимаете, сложно по идентификации, в общем, тоже. Фамилия сама за себя говорит. Так и вот. И как бы вот эта культура, естественно, а бабушка у меня еще и работала артисткой, и дедушка у меня тоже занимался культурой, был партийным советским работником, и как бы вот эта культура, она всегда была дома. Как башкир-то уж я точно не определяю. Ну, мне сложно. Я просто вырос в атеистической семье, с одной стороны, и как бы вот не было вот мусульманских, религиозных всяких обрядов никогда у нас. Она всегда была. И, знаете, какая любимая? Вы спросите, какая моя любимая песня? А ну-ка. Вот какая? Ну, все подумают, что? Тола-то? Нет, не Тола. Я прям тащусь по Муниру Рахмаеву, Аккаен, просто это вот вообще. Мне даже ребята записали, у меня был день рождения, и ребята записали поздравления с Муниром Рахмаевым, и я говорю, лучшего подарка не было просто. Ее болезненность искусственная, надуманная, никогда никакой болезненности особенно я не замечал.
Ну, за исключением каких-то, если национальных группах не бывал, и там могли как-то высказаться плохо о татарах, но там могли высказаться плохо и о русских, и во всех других национальностях. Но это маргинальные группы, которые не имеют отношения вообще к обществу и к населению республики большого. То, что болезненно, это, я не понимаю, чем это вызвано. Вот сейчас придумали каких-то северо-западных башкир. Я, например, никогда об этом не знал, прожив 40 лет в Башкортостане. Всем всегда было известно, что в Чекмагушском, Илишевском, Туймазинском районе живут преимущественно татарское население. И как бы ни у кого не возникало вопросов. А потом вдруг... Вот совсем, мне кажется, совсем недавно, может быть, я что-то путаю и не уследил, но совсем недавно вот вдруг всех стали там называть северо-западными башкирами. Что для меня, естественно, большое удивление, хотя я не близко к этой теме, но я представляю, какое удивление это вызывает у тех, кто живет на этих территориях людей. Это было сделано не для того, чтобы там создавать какие-то документальные кино выдающиеся. Это было сделано с целью, чтобы производить какой-то рекламный продукт и получать за это деньги. То есть это исключительно было направлено только на выживание, на обеспечение своей собственной жизни более-менее благополучной. Здесь на Здешнем ТВ, если что, уфимское времечко мы привезли из Казани. Когда мы здесь были в 2004 году, у вас на телекомпании «Вариант» было казанское времечко. И мы посмотрели его, и нам безумно понравилось. Мы думаем, как так? Кошка залезла на дерево, а ее показывают. Это же так интересно. Ее не могут снять. И там полдвора ходит и бегает вокруг этого дерева за этой кошкой. А у нас, 2004 год, там обсуждались только сельхозпосевы и уборочная эстрада, и сколько свиней родилось там где-то, и какой мост открыл Муртаза Губайдуллович. Тогда у нас открывались мосты, да. Мы тогда смеялись, сейчас мы понимаем, что это очень здорово.